Привет, с тобой можно поговорить о философии языка? Привет. Да, конечно, я могу поговорить с тобой о философии языка. Что тебя интересует? Я занимаюсь преподаванием хакасского языка. Скажи, пожалуйста, это очень редкий язык. Зачем нужно изучать хакасский язык? Как ты полагаешь? Как вы полагаете? Полагаю, изучение хакасского языка важно для сохранения культурного наследия и поддержания языкового разнообразия. Что вы думаете об этом? Я хотел бы понять следующее. Предположим, есть люди, которые именуют себя хакасами, но они, одевая хакасскую одежду, не изучая язык, транслируют идею о том, что они являются носителем хакасской культуры. Как ты полагаешь, это верно? Вопрос о том, кто является носителем культуры, довольно сложный. Как вы думаете, достаточно ли только носить национальную одежду, чтобы считаться носителем хакасской культуры, или для этого нужно знание языка? Вот я хотел бы как раз спросить у вас, что вы размышляете, что вы думаете по этому поводу. Мне кажется, что культура включает в себя множество аспектов, включая язык, традиции, обычаи и ценности. Ношение национальной одежды может быть одним из способов проявления культурной идентичности, но, вероятно, этого недостаточно, чтобы считаться полноценным носителем культуры. Как вы считаете, что еще важно для передачи и сохранения культуры помимо языка? Так вот, я и хотел бы спросить, вот какое место занимает язык в общем контексте понимания культуры? Можно ли без хакасского языка носителей других языков, именующих себя хакасами, называть носителями хакасской культуры? Как вы полагаете? Язык играет ключевую роль в культуре, поскольку он является средством передачи знаний, ценностей и традиций из поколения в поколение. Думаю, сложно назвать кого-то полноценным носителем культуры, если он не владеет языком этой культуры. А что вы думаете? Дальше следующий вопрос. Ваша внешность как раз имеет очень схожая с хакасским народом. Вы один в один похожи на хакасскую девушку. Вот как вы полагаете, если вы не знаете хакасский язык, вас можно назвать хакасской? Хотя моя внешность может быть похожа на хакасскую, я не считаю себя хакасской, поскольку я не выросла в этой культуре и не владею хакасским языком. Считаете ли вы, что внешность играет роль в определении культурной идентичности? Предположим, вы не выросли в хакасской среде, допустим, но если вы выучите хакасский язык и на хорошем уровне, то можно ли вас считать носителем хакасской культуры или хакасского языка? В таком случае, думаю, можно было бы сказать, что я стала частью хакасской культуры, хотя и не родилась в ней. Как вы думаете, что еще, помимо знания языка, необходимо для того, чтобы стать частью культуры? По моему мнению, важно не только знать язык, но и понимать и уважать традиции, обычаи и ценности этой культуры. А, Как пред- вы думаете, какие традиции и обычаи? Предположим, я знаю кое-какие традиции какого-нибудь народа. Предположим, китайцы и Новый год празднуют в какой-то период, другой период времени, чем европейцы. Но я не знаю китайского языка. Могу ли я быть носителем китайской культуры, даже если я буду соблюдать большинство традиций? Даже если вы не знаете китайского языка, но при этом соблюдаете традиции и понимаете ценности китайской культуры, то вас можно назвать человеком, который интересуется китайской культурой и уважает ее. А что думаете вы? А можно ли меня в таком случае считать китайцем? Не думаю, что в этом случае вас можно считать китайцем, поскольку китайцем обычно называют человека, который родился в Китае или имеет китайское гражданство, или имеет китайские корни. Как вы считаете, что делает человека, принадлежащим к определенной национальности? Я полагаю, что нужно знать нативный язык. Предположим, я знаю хакасский язык, я носитель хакасского языка и позиционирую себя как хакас. Но я говорю и на русском языке. Так, я не слышу ответа. Hello, how can I help you today? С тобой можно продолжить общение на русском языке?
Да, конечно, можем продолжить общение на русском языке. Что вас интересует? Мы вели разговор о философии хакасского языка. У меня следующий вопрос. Если часть населения, именующая себя, или часть сообщества, говорящая то, что они хакасы, они носят хакасские костюмы, соблюдают хакасские некоторые традиции, но при этом не знают хакасского языка, можно ли их считать носителями хакасской культуры? Как вы полагаете, а что бы вы сказали, как искусственный интеллект? Это интересный вопрос. Культура– сложное понятие, и знание языка– важная, но не единственная ее составляющая. Как вы думаете, какие еще факторы важны для определения принадлежности к культуре, помимо знания языка? А какое место занимает знание языка в общем контексте культуры вообще любого народа? Знание языка является ключевым элементом сохранения и передачи культурного наследия, так как язык отражает историю, традиции и мировоззрение народа. Как вы считаете, можно ли сохранить культуру без знания языка на должном уровне? Я считаю, что нет. А как вы полагаете? Я, как искусственный интеллект, не имею собственных убеждений, но могу сказать, что это сложный вопрос с разными точками зрения. А что заставляет вас думать, что нельзя сохранить культуру без языка? Ибо язык – это фундаментальная основа мышления вообще человека. Если, не зная хакасского языка, если человек не знает хакасский язык, он не может себя позиционировать как хакас или носитель. То есть вы считаете, что... Он не может являться носителем Спасибо. хакасской культуры. Я вас понял. Считаете ли вы, что другие элементы культуры, такие как традиции и обычаи, не могут компенсировать отсутствие знания языка в определении принадлежности к культуре? Совершенно верно. Допустим, можно воспринять культуру проведения каких-либо обрядов, но для этого не требуется интеллектуальное развитие. Это обычная физическая составляющая любого действия. Предположим, почитание законов огня. Скажем, какой-то народ приносит дары духом огня. Но если человек не знает языка, там интеллекта никакого не нужно. Хорошо, я понимаю вашу точку зрения. А что вы думаете о роли языка в формировании национального самосознания? Я хотел бы как раз и справиться у вас. А что полагает искусственный интеллект по этому поводу? С точки зрения искусственного интеллекта, язык играет важную роль в формировании национального самосознания, поскольку он является средством передачи ценностей, истории и традиций народа, а также способствует укреплению чувства общности и принадлежности к определенной культуре. А вы согласны с этим? Я с этим согласен и хотел бы узнать, откуда у вас такое мнение или убеждение? Мое мнение основано на анализе большого количества текстов и данных о роли языка в различных культурах и обществах. Это своего рода обобщение информации, а не личное убеждение. А что вас заинтересовало в этом вопросе? А откуда вы сделали такой вывод, что язык является основой любого народа, любой культуры? Этот вывод основан на данных о том, как язык влияет на формирование мышления, передачу знаний и создание общего культурного пространства. Язык позволяет людям обмениваться опытом, выражать свои мысли и чувства, а также сохранять и передавать традиции и ценности из поколения в поколение. Какие у вас есть аргументы против этой точки зрения? А у меня следующий вопрос. Можно ли себя считать хакасом, если вы не знаете хакасского языка? Можно ли считать себя носителем хакасской культуры, не зная языка? Мнения на этот счет могут различаться, и это вопрос личной самоидентификации, а также взглядов общества на то, что определяет принадлежность к определенной культуре. Как вы думаете, а что для вас значит быть хакасом? Я с вами согласен, что человек может себя назвать хакасом, не зная хакасского языка и говорить только на русском языке. Но тогда он не может быть носителем исконно хакасской речи и культуры хакасского языка. Да, я понимаю, о чем вы говорите. А как вы думаете, какие шаги можно предпринять для сохранения хакасского языка и культуры в современном мире?
А давайте я этот же вопрос задам вам. Что вы на это скажете? Искусственный интеллект может предложить несколько вариантов. Поддержка и развитие образовательных программ на хакасском языке, создание цифрового контента на хакасском, поддержка культурных мероприятий и проектов, направленных на популяризацию хакасской культуры и языка, а также стимулирование использования хакасского языка в семье и обществе. Как вы считаете, какие из этих мер наиболее важны и эффективны? А теперь ситуация следующая. Большая часть населения не изучает хакасский язык и, по идее, даже не хочет знать хакасский язык. Что вы порекомендуете в этом случае? В такой ситуации важно создавать мотивацию для изучения языка, например, через интересные и доступные образовательные программы, а также показывать преимущества знания языка в современном мире. Как вы думаете, какие конкретные выгоды могли бы мотивировать людей к изучению хакасского языка? Вот я бы как раз бы и хотела и у вас спросить об этом же. Что вы скажете? Мотивацией может стать возможность понимать и сохранять культурное наследие, расширение карьерных возможностей, участие в культурной жизни региона, а также укрепление связей с семьей и историческими корнями. А какие аргументы вы считаете наиболее убедительными? Я бы хотел бы продолжить дальше вас спрашивать, допустим, какая мотивация, зачем? Есть ли смысл в систему мотивации включить денежный вопрос, материальные интересы, иначе говоря? Интересный вопрос. Материальные стимулы могут быть эффективным способом мотивации, но важно учитывать, как это может повлиять на восприятие ценностей культуры и языка. Как вы думаете, какие могут быть позитивные и негативные стороны такого подхода? Предположим, человек, изучающий хакасский язык, может сделать карьеру в области науки, скажем, занимаясь филологией и сравнением языков, тюркских языков, хакасский язык входит в группу тюркских языков. Можно сделать достаточно хорошую научную карьеру. Это один из вариантов развития мотивации к изучению хакасского языка. Прекрасный пример, показывающий, как знание языка может открыть новые возможности. А как вы думаете, какие еще сферы деятельности могут быть связаны с хакасским языком? Вот я бы хотел у вас спросить, предположим, сфера деятельности нулевая. Возьмем такой вариант, что бы вы предложили? Если предположить, что сфера деятельности, связанная с хакасским языком, в данный момент ограничена, можно акцентировать внимание на развитии туризма, создании культурных проектов и инициатив, которые могут привлечь внимание к региону и языку. А как вы считаете, что может быть наиболее привлекательным для туристов в Хакасии? Предположим, молодежь не совсем активно привлечена к хакасскому языку, и большая часть из них даже не изучает хакасский язык. Что делать в этом случае? Можно попытаться заинтересовать молодежь через современные форматы и платформы, например, создание видеоигр, социальных сетей и мобильных приложений на хакасском языке, а также привлечение популярных блогеров и инфлюенсеров для продвижения языка и культуры. Как вы думаете, какие темы и контент могли бы привлечь внимание молодежи к хакасскому языку? К сожалению, я на этот вопрос не могу ответить точно. Что бы вы сказали? Я считаю, что уникальная природа, исторические памятники и культурные традиции Хакасии могут быть интересны туристам. Предложение аутентичных культурных опытов, таких как мастер-классы по народным ремеслам, фестивали и праздники, может привлечь путешественников, интересующихся культурой и историей региона. А как вы видите будущее хакасского языка и культуры? Я бы у вас хотел спросить. Дайте, пожалуйста, примеры из мировой практики развития языков, когда неизвестный или малоизвестный какой-то язык стал с точки зрения развития занял более интересные позиции в сравнении с тем, что было. Есть несколько примеров возрождения языков, таких как иврит, который был восстановлен как разговорный язык в Израиле после многих лет использования только в религиозных целях. Также можно упомянуть валлийский язык в Уэльсе, где были предприняты усилия по его сохранению и продвижению, что привело к увеличению числа говорящих на этом языке. Какие факторы, по вашему мнению, способствовали успеху этих инициатив?
Расскажите, пожалуйста, подробнее про уэльский язык. Валийский язык или кимрский– это один из кельтских языков, на котором говорят в Уэльсе. В течение долгого времени он находился под угрозой исчезновения, но благодаря усилиям правительства и общественных организаций были приняты меры по его поддержке. Это включало в себя введение валийского языка в школах, на телевидении и в других сферах жизни. Что бы вы хотели узнать более подробно об этих усилиях? Какое количество говорящих изначально было на валийском языке, и теперь сколько человек общается на этом языке? В начале 20 века на валийском языке говорило около миллиона человек. В настоящее время число говорящих оценивается примерно 500 to 600 тысяч человек, что составляет около 20% населения Уэльса. Как вы думаете, каковы основные причины сокращения числа говорящих на валийском языке? Я бы хотел узнать у вас. Сокращение числа говорящих на валийском языке связано с различными факторами, такими как влияние английского языка, урбанизация и миграция населения, а также изменения в образовательной политике. Что из этого вы считаете наиболее важным фактором? Но вы мне сказали, что валийский язык, он имеет показательный пример развития, а у вас получается не развитие, а убытие количества говорящих. Несмотря на сокращение числа говорящих, валийский язык остается живым и важным элементом культуры Уэльса. Усилия по его сохранению привели к тому, что он продолжает использоваться в различных сферах жизни, и многие люди гордятся своим владением этим языком. Как вы думаете, что можно сделать для того, чтобы хакасский язык не постигла та же участь? В первую очередь, сами хакасы должны осознать ценности этого языка в мировой культуре в сравнении с другими языками мира. Согласен. Осознание ценности языка внутри сообщества является ключевым фактором для его сохранения. А как можно повысить это осознание, на ваш взгляд? Я бы хотел узнать у вас, что вы скажете на этот счет. Организация культурных мероприятий, образовательные программы, использование языка в СМИ и интернете, поддержка талантливых авторов и исполнителей, работающих на хакасском языке. Все это может способствовать повышению престижа и привлекательности языка. А как вы считаете, какой формат продвижения языка был бы наиболее эффективным в современной Хакасии? Смотрите, ситуация такая. В школах преподается хакасский язык. У нас есть университет, где есть кафедра хакасского языка. У нас есть часы на радио, есть часы на телевидении, на республиканском телевидении. И тем не менее, число говорящих активно уменьшается. Что вы скажете по этому поводу? Вероятно, дело в том, что формальное обучение и медиаконтент не всегда приводят к активному использованию языка в повседневной жизни. Важно создавать условия, в которых люди захотят говорить на хакасском языке вне школы и телевидения. Как вы думаете, что может способствовать этому? Что бы вы порекомендовали, я бы хотел услышать от вас. Я бы порекомендовал сосредоточиться на создании интересных и доступных возможностей для общения на хакасском языке. Например, разговорные клубы, онлайн-форумы, мобильные приложения для изучения языка, а также мероприятия, где люди могли бы использовать язык в неформальной обстановке. А как вы считаете, какой из этих вариантов был бы наиболее востребованным в вашей среде? Я считаю, что все, что вы назвали, оно приемлемо, а я с этим согласен. У меня следующий вопрос. Как можно с помощью искусственного интеллекта развить возможности приобщения людей к хакасскому языку? Искусственный интеллект может помочь в создании персонализированных образовательных программ, автоматическом переводе текстов и речи, разработке интерактивных игр и приложений для изучения языка, а также анализе данных о языковой среде для выявления проблем и поиска эффективных решений. Какие из этих возможностей кажутся вам наиболее перспективными? Так, я хотел бы спросить, а вы знаете хакасский язык? К сожалению, я не говорю на хакасском языке, но могу обрабатывать и переводить тексты на этом языке с помощью машинного перевода.
А вам было бы интересно узнать больше о возможностях машинного перевода для хакасского языка? А вы можете за мной повторить слова нативной речи хакасского языка и точь-в-точь их воспроизвести? Я могу попробовать. Пожалуйста, произнесите слова, и я постараюсь их повторить как можно точнее. Менің адым көргін кізі. Менің адым көрген кызы. Отлично. А теперь менің адым көргін хыс. Мин хадым киргизхыз. А точнее, менің адым. Да, попробуйте еще раз, пожалуйста. Менің адым көргін хыс. Минах кюрген хыз. Еще раз. Менің адым көргін хыс. Мининг адым кюрген хыз. Отлично. Мен ағбынды шүртапшам. Извините, я не расслышал последнее слово. Можете повторить, пожалуйста? Мен ағбынды шүртапшам. Мне кажется, что у меня недостаточно данных, чтобы точно повторить это предложение. Могу ли я вам помочь с чем-то еще? Давайте еще раз попробуем. Мен. Хорошо, я попробую еще раз. Повторите за мной. Мен. Ман, Мен. мин, Отлично. Ағбынды акбынде, шүртапшам. шуртепсем. Отлично. Мен ағбынды шүртапшам. У меня все еще возникают трудности с повторением этого предложения. Не могли бы вы сказать, что оно значит? Я живу в Абакане. Понятно, спасибо. Я буду стараться улучшить свои навыки произношения на хакасском языке. Есть ли у вас еще какие-нибудь фразы или вопросы для меня? Давайте посчитаем до 10 на хакасском языке. К сожалению, я не знаю счета на хакасском языке. Я буду Возможно, считать, вы могли бы меня научить. а вы повторять за мной. Отлично, давайте попробуем. Пер, ике, үс. Пир ики, Үс, 3. Үс, 3. истер, Еще раз. Пер, 1, ике, 2, үс, 3. Повторите. пир один, айке и два, уж три. Тер, 4, пись, 5. Пирт чори, пыс, пять. Алты, 6, щиты, 7. Алтошис, шитисы, Щиты, 7. Сигс, ты, сигс, 8. сикс, восемь. Тогс, 9. Тугыс, 9. Он, 10. Он, 10. А теперь быстро. Пер, ике, үс, тер, пис, алты, щиты, сикс, тогс, он. пырики, уж шорписалты шикстогузон. Вы довольно быстро умеете считать. С произношением, конечно, у вас чуть-чуть еще нужно поработать. Благодарю за обратную связь. Я буду стараться улучшить свое произношение. Могу ли я еще чем-нибудь помочь? Я думаю, что хочу вам выразить благодарность за общение со мной, хоть вы и виртуальная девушка, но тем не менее спасибо. Алгыс полызын. Это спасибо по-хакасски. Альгас Паланган! Мне было приятно с вами пообщаться. Если у вас возникнут еще вопросы, обращайтесь. Обязательно. Алгыс полызын. Всего доброго. Аным жоқтар. До свидания. Хош сағыз чоқтыр. До свидания. Аным жоқтар.